вдвоем на меня вышли. Да, вот здесь я вряд ли бы что-то сделал. Но пока они стоят и перестреливаются, никакой опасности для меня они не представляют. Остается здесь ждать помощи от своих. 44-ка забилась где-то сзади, и вот тут наконец-таки епись меня пробивает. Самое обидное, что это пробой даже не в корпус, куда в принципе мог зайти снаряд, а вот прямо в крышу маски вы можете видеть, вот прямо под откатник. Не знаю, как у него получилось это сделать, скилл это или просто везение, но во всяком случае ВБР на его стороне. Сейчас епись пытается улизнуть на сбитие захвата базы, кидает мне наотмашь, и вот теперь мой корпус не подводит. А я напомню, что пробой-то там далеко за 200. Лев решается наконец-таки меня рашнуть, но это мне на руку, поскольку он один. Ставлю его на каток и подставляю ВЛД под солидным наклоном, чтобы он его не пробил. Лев пытается танкануть меня бортом, но естественно получает в щеку башни. И тут выскакивает епись, которую я вижу по миникарте, и опять-таки танкую лбом. Пока он будет занят защитой собственной базы, у меня будет немножечко время, чтобы добрать этого льва и уже остаться в ПВП 1 на 1 с другим. И вроде бы мой план срабатывает как надо, но помирает 44-ка, остаемся мы с этим большим серым другом 1 на 1, а мои союзники не пойми чем занимаются на первой и второй линии. Изначально я думал, что неплохо было бы потанковать льва через труп, но попытавшись выцелить лючок, я понял, что это была не лучшая идея. Лев же, наоборот, уверенно начинает пробивать меня в крышу башни, это мне не сильно